kıyıldı. Amma bihaga bugün kündü ılcıt bola kelle Sakar Respublika'nın gılavna infeksiyoniha Marina Afanasyonuna vurguzava. Kırıkı kutup bu anı bir kalmaga toğanamıd kini televizorga var. Zoom nege amma bilgin bihigi sakahriga infeksionist yang tambah belebet infeksionlar göre entir o egala epetir sakahirin hani tutah spesiali olar onan Marina Afanasyonuna basalan turan drawlor onna riwiten ulananget bugün bu fikir ketergedihan maktanabut tuganan toanan loktah tatu mungkin melihatkan gelapnya berharga agama buat di mana kono nawa bukan setine teriak ke kalau speaker ini maktanabut jauh nato lebih tahu kain kundi karakterler bu fikir telah kara bagi mana telepon nakpit oğlum nereye kalian kata Ağız dört bir on iki, dörtten bir 501 diye. Ağız dört bir on iki, dörtten bir 501 diye eriye kadar sep ona şey Instagram'da da ona YouTube'da da ona komentarına mı itu kadın hep cevap indiler bilgi bilgin. Marina Afanasyonuna daha şey bir informasiyalar onun kapasitesi hala kayın Marina Afanasyonuna bahalısta. Всем здравствуйте. Я немножко расскажу вам о профилактике против коронавирусной инфекции. Как вы знаете, что сейчас эта коронавирусная инфекция очень актуальная эта тема. Сейчас вовсю у нас идет акция именно по вакцинации. И какие существуют именно профилактические меры для того, чтобы не распространялась эта инфекция? Мы все работаем, медицинские работники, по регламенту, который вот непосредственно существуют различные у нас приказы с Министерства здравоохранения Российской Федерации и нашей Республики Саха-Якутия. Также существуют специфические профилактические методы для того, чтобы как нужно режим питания, соблюдать, значит, меры ограничительные, то есть расстояние соблюдать нужно еще масочный режим, который у нас еще не отменен в тех местах, где вы чаще всего встречаетесь именно в людных местах. Это магазины, автобусы. То есть и такие вот меры предосторожности, они как бы определяют для того, чтобы как можно меньше вы могли контактировать именно с заболевшими больными. Поэтому существует и специфическая профилактика, она направлена на соблюдение режима самоизоляции, что сейчас было особенно очень выражено в прошлом году. Все вы на себе это все испытали. Соблюдение правил личной гигиены, это мытье рук, использование антисептиков. Также необходимо использовать одноразовые медицинские маски и перчатки и проводить дезинфицирующие мероприятия. Это в лечебных учреждениях обязательно это используется, также в организациях обязательно сейчас эта мера предосторожности используется и в магазине, и в автобусах. То есть вот эти профилактические меры у нас это очень сейчас актуально, и эти все сейчас меры вы все выполняете. Там сейчас существует специфическая профилактика, это вакцинация. У нас существуют не только вакцины, но еще можно таблетировано в таблетках. Это альбедол, то, что вот вам врачи назначают, и глипферон. Это капли в нос. Для беременных используется только глипферон. То есть таблетированный альбедол мы не назначаем. У нас в Российской Федерации зарегистрировано 5 вакцин. Первая вакцина всем известна, это «Спутник В». Вторая, значит, вакцина Гамковид-2, которая сейчас тоже вот у нас в республике вакцинируется. 13 корона. И 19 февраля 2021 года появился Ковивак. Кстати, Ковивак в ближайшие дни будет и у нас в республике эта вакцина. И последняя вот недавно зарегистрировала себя вакцина, это «Спутник Лайт». Он менее
очень похожи на спутник В, но менее очищенный, то есть более очищенный и меньше дает побочных эффектов. Немножко про каждую вакцину. Комбинированная векторная вакцина Гамковик-2 или спутник В – это препарат, который состоит из компонентов рекомбинантно аденовируса. На основе этого аденовируса человека, несущий ген белка S SARS-CoV-2, у нас появляются антитела, вырабатываются очень устойчивые, хорошие антитела вырабатываются. Эпивак корона – это химически синтезированный пептидный антиген белка вируса SARS-CoV-2. Он коллидирован с белком-носителем, адсорбирован на алюминий, содержащем адъюванте. То есть он несколько по-другому появился, но эффект у него тоже очень хороший, вырабатываются очень такие устойчивые антитела против коронавирусной инфекции. И вот это вот последний спутник Лайт, рекомбинантный аденовирусный, тоже также на основе аденовируса человека только 26-го серотипа, несущий ген S белка SARS-CoV-2. Он, как я сказала, более очищенный и дает меньше всех побочных эффектов. Ну вот, какие существуют противопоказания для вакцинации от COVID-19? Это детям до 18 лет рекомендуется. Все беременным женщинам, кормящим, вакцинация противопоказана. И также противопоказано обязательно, если вы болеете на данный момент острой вирусной инфекцией или у вас имеется обострение хронических заболеваний. И на момент, когда ставится вакцинация, то обязательно проверяется температура. И если у вас высокая температура, то тоже тогда вакцина не проводится. В остальных случаях вакцинация нужно ставить, потому что те, которые люди, имеющие особенно хронические заболевания, серьезные, они как раз и утяжеляют состояние, когда заболевается именно самим болезнью. То есть, когда человек заболел сам коронавирусной инфекцией, и у него свои хронические заболевания, то они вот эти вот именно хронические заболевания, они более усугубляются и утяжеляют сам процесс заболевания. Для показаний, для профилактики у нас существуют все взрослым старше 18 лет, и тем более все старше 60 лет. Это является прямым показанием к применению вакцины против коронавирусной инфекции. Противопоказанием, самым главным и основным моментом является, если у человека имеются какие-то аллергические реакции в анамнезе, тяжелые формы только имеется в виду, это которые ранее перенесли анафилактический шок, если были серьезные такие крапивницы, аллергические такие серьезные моменты, то тогда противопоказанием является. Если имеется противопоказанием, если имеется обострение хронических заболеваний в момент, когда вы решили ставить, вернее, когда нужно ставить вакцину, а у вас произошло обострение хронического, то участковый ваш терапевт дает вам методбор на 2-4 недели. То есть после того, как вы выздоравливаете, у вас ваше состояние стабилизируется, то в вакцинации вы допускаетесь. Также противопоказаны, я уже повторяюсь, это беременные и дети у нас. С осторожностью можно назначать вакцину, это те, которые имеют хронические заболевания печени, почек, эндокринным заболеваниям. В первую очередь это с нарушением функции щитовидной железы, сахарный диабет, особенно сахарный диабет, у кого в стадии декомпенсации, то есть у которых сахарный диабет в тяжелой форме протекает, то таким вот по решению только врачебной комиссии мы назначаем. Также у кого есть тяжелые заболевания кроветворения, это тяжелая форма анемии, тяжелая форма лейкоза, то тут же только по разрешению врачей. У кого эпилепсия или другие серьезные нарушения центральной нервной системы, в момент вакцинации идет острое нарушение мозгового кровообращения, или в народе у нас обычно говорят, это инсульты, инфаркты, острые миокардиты, эндокардиты, то есть нарушение сердечно-сосудистой системы.
Также вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих пациентов, это которые имеют аутоиммунные заболевания. Это системная красная волчанка, аутоиммунные ревматоидные артриты, аутоиммунные гепатиты. То есть в таких вот состояниях вакцинацию нужно только по разрешению врача. По решению врачебной комиссии даже ставится. И у кого есть злокачественное новообразование, это раковые, в момент, когда они получают химиотерапию, им противопоказано. Когда они химию не получают, то есть прошли курс химиотерапии, то тогда им вакцину можно будет ставить. Значит, должно принять решение, существуют у нас регламенты, определенные стандарты медицинской помощи. То есть также при вакцинации обязательно у нас смотрится эта температура тела, определяют, врачи обязательно смотрят осмотр, измерение артериального давления. Это обязательным является. А вот определение наличия антител, особенно вот сейчас все начали проверять наличие, если больной переболел коронавирусной инфекцией. Только в том случае мы можем проверять на наличие иммуноглобулинов класса G, для того, чтобы определиться, сохранились ли у него антитела после того, как он перенес эту инфекцию. Также определяются антитела у контактных, которые имели контакт с больным с коронавирусной инфекцией в течение 14 дней. И у этих контактных еще мы берем обязательным методом ПЦР из носа ракоглотки. То есть вот только у этих людей обязательно нужно брать на наличие антител. У остальных проверять на наличие антител иммуноглобулина G не обязательно, не надо. Считается, что здесь как бы лишняя трата и ваших денег, лишняя трата времени получается. Потому что антитела не сразу вырабатываются, или не определяются, это долгое время вам еще ждать надо, пока результат придет. Поэтому, если вы не болели, то проверять на наличие антител, болела ли я или не переболела ли, это смысла не имеет. Тем более определение антител у нас, к сожалению, титр лаборатории, которые определяют у нас, они разной чувствительности и иногда может показывать и ложноположительные, и даже ложноотрицательные. Иногда бывает такая ситуация. Вакцинация у нас идет в двухкомпонентном обязательно этапом. Вначале вводится первая доза внутримышечно, в дельтовидную мышцу, то есть это в плечо. И через 21 день вводится вторая доза вакцинации. После вакцинации в первые двое суток могут развиваться такие кратковременные такие состояния, это как небольшое повышение температуры тела, может быть, мышечные боли могут быть, слабость, недомогание, головная боль может быть. Также могут быть местные такие проявления, это болезненность на месте, где вам укол поставили, может быть там покраснение, отек небольшой может быть, но они через пару дней, они все исчезают, то есть таких серьезных тяжелых таких последствий после вакцинации не бывает. Очень редко могут отмечаться это жидкий стул, снижение аппетита, может быть иногда и тошнота. Но такие аллергические кратковременные изменения, они не влияют и не считаются, что это как бы осложнением после вакцинации. Тяжелым таким осложнением является в первую очередь это анафилактический шок при развитии после вакцинации, и либо такие тяжелые последствия, как вот это вот будет, да, и тогда вы должны обязательно обратиться к врачу, врач должен это все осмотреть, ставится у нас обязательно, существует журнал, где записывается, какие произошли именно эти осложнения. И вот эти вот, если произошли осложнения, то врачи обязательно извещают об этом Роспотребнадзор. Это является обязательным показанием. Вторая вакцинация перед проведением должен пройти 21 день, то есть 3 недели после этого. При проведении второго этапа вакцинации также проводится обязательно повторный осмотр врача с измерением температуры,
врач всегда спрашивает, имел ли у вас контакт с больным коронавирусной инфекцией, кто-то из семьи, из родственников или знакомых по месту работы, кто-то если заболел, да, то тогда может быть отодвигаться введение второй вакцины. Не обязательно строго ждать это 21 день. Сейчас разрешается дать такую вакцину и даже и до 3 месяцев. Поэтому если после первой вакцины вы заболели простудным, либо у вас произошло обострение ваших хронических заболеваний, то получаете вы свое лечение, как вы выздоравливаете, через 3-4 недели вы можете спокойно получить вторую дозу вакцины. И после получения вакцинации не надо сразу уходить из медучреждения, в течение 30 минут вы должны оставаться под наблюдением медицинского персонала. Ну и обязательно у нас существует регистрация всех вакцинированных. Также вы сами можете записаться на вакцинацию через госуслуги. Потом, когда вы регистрируетесь, у вас приходит там дневник наблюдения. Вот там свои, какие у вас происходят симптомы, вы туда все там подписываете, всегда подчеркиваете. Очень короткие, быстрые, такие, небольшого времени занимающиеся такие анкеты. Вы на них отвечаете по определенным дням. Обязательно в дни, когда происходит, нужно вам ответить на этот дневник. К вам приходит по телефону это уведомление, вы на них отвечаете. По окончании всей этой вакцины, когда курс вы заканчиваете, через 42 дня к вам приходит уведомление о том, что вы завершили вакцину, и потом как сертификат получается против коронавирусной инфекции. То есть такой электронным вариантом у вас получается этот сертификат, который потом в последующем вы можете уже для тех, особенно которые планируют летом уехать какие-то путешествия там и за пределы Российской Федерации, и внутри Российской Федерации, у вас обязательно сейчас начните эту процедуру вакцинации, потому что антитела вырабатываются не сразу, проходит определенный срок, через 42 дня только после этого у вас вырабатываются антитела, только после этого у вас появляется защита от коронавирусной инфекции. Сама вакцинация не дает вам 100% гарантии, что вы заболеете коронавирусной инфекцией, но она дает хорошую вам утверждающее, даже уже доказанное такое вот на исследованиях проведенных, то, что вы перенесете эту коронавирус, если вы заболеете коронавирусной инфекцией, то вы его перенесете уже намного легче и в легкой форме, не в такой тяжелой, что и вы, не дай бог, то есть, да, которые вот у нас сейчас больше стали регистрироваться тяжелые формы коронавирусной инфекции, проявляются именно тем, что нарушается дыхательная система очень выражена, и больные у нас попадают в реанимационные койки. То есть если те, кто вакцинированы, уже такого точно уже не будет, это уже доказано. Поэтому я всех вас призываю пройти всем, сейчас тем более в такой тяжелый период, пройти вам всю вакцинацию. Если только мы массово получится такое прослойка населяет уже какую-то свою, как можно сказать, мутацию, изменение, что у нас стали регистрироваться уже и дети. На сегодняшний день 12% от всех заболевших – это дети. Поэтому будьте, пожалуйста, как бы серьезнее к этому отнестись. Еще вас призвать, чтобы вы обязательно прошли вакцинацию. У меня все. Защитите себя и своих близких и сделайте прививку. Есть вопросы? Ага, спасибо, Марина Ванасьевна. Мына уйдылары беерді қамай болпыт. Ол амна қойдығыдар ыңырауын. Оны танан білген еке комментарий кәме уйдылар кеден әлілер. Ол уйдылар кәме қойдағаны. Мен ақалы уйдтақына бәрде қайдақ тылына аңара көдігінен әпетия қапылады. Так, буду. Йолжибутым 6 яста, ИФА туттар бутым антителам 15,5,
итинник касы сылжары аны тәһә биременен ифа туттаран береберкеленебини. Антон, 15 дней цифра относительно упадут. Потому что когда эти антитела упадут, не дай бог, вы повторно заболеете. Потому что повторные случаи заражения вакцинации, повторные случаи именно инфицирования коронавирусной инфекцией уже регистрируются. И те, кто повторно болеет, они болеют в разы тяжелее, чем первый раз. Эти демонстрации экрана рарагана, чорная будет телевизор. Ага. Вот, спасибо. Хабдурахка, хамдук витаминнери ихе сылжакка хабит диен идаллар. Что вам нравится? Дина была как бы витамин D более такой из всех витаминов, который повышает иммунитет. Сейчас у нас как раз настает лето, поэтому почаще гуляйте на свежем воздухе, и таким образом естественным путем выработается этот витамин D. Еще какие витамины можно? Аскорбиновая кислота, витамин С, очень хороший витамин, который как раз укрепляет иммунитет и укрепляет именно сосудистую стенку. Потому что коронавирусная инфекция больше всего поражает сосуды. Поэтому витамин С очень хороший. А витамин С у нас есть везде, есть во всех наших ягодах местных. Это черная смородина, брусника. Если у вас до сих пор осталось из зимних запасов квашеная капуста, пожалуйста. То есть можно таким образом также укреплять свое. Мед считается самым хорошим иммуномодулятором естественного природного происхождения. Если у кого-то нет аллергии на мед, пожалуйста, пейте чай с медом. Хорошо. Так, эти капсиатики, те ковид мутациялы ден, анука вакцина камелярду ден идаллар. Камелярду. Тохте ковид мутация, она не в виде изменения самой структуры вируса, а мутация именно происходит тем, что он более становится, глубже проникает в ткани организма человека. Первично же было, что только как легкая форма, у кого-то только легкие поражаются. Сейчас на сегодняшний день регистрируется еще и нарушение мозговых, поэтому он уже начинает проникать и в головной мозг. Вот в этом происходит мутация только, а не в самой структуре. Поэтому вакцина, у меня нарисована, вот эти красные шипики, которые, это вот именно на него и действует вот эта вакцина. То есть вирус уже не может проникать глубже. Он остается только в носовой части, уже в легкие не спускается, и вверх в головной мозг уже не сможет подниматься. Вот в этом плане только мутация, как бы называется. Все, в остальном никаких нарушений, вернее, нет. Поэтому любая вакцина, которая сейчас у нас имеется в наличии, при любых штаммах новых, которые выявили, это индийский штамм, британский штамм, да, на них он воздействует очень хорошо. Это уже проверено. Это вакциналанмарын граница кайгар тахаббытыгар атында жула бары билинелер баттаге беге Россия вакциналарын. Хорошо, хамай кулгас хорой болла. Билинелер тойрах международная организация барда регистрациянан тура була беге вакциналар битте. Это биликени була на регистрацияны барда же. Бразилиялар туралар биенлерин, Индиялар туралар биенлерин, Турция, Алтонтан такка стран биенлерин документалар. Омуктар мне приняли, уллахтарынчы туралар хай, и Германия хай мен учебилер брахым буллана би именно российская вакцина хоть билан халилла. Чем модер AstraZeneca. Да, AstraZeneca была она вот мутациялах. Он генной инженерии придуманная вакцина, по-другому сделанная. Вот у них побочных эффектов намного больше, причем намного тяжелее. У них даже регистрировали, что после вакцинации были инфаркты и инсульты. Это уже научно доказано.
А наши так не делают. Evet, bağlı. Ondan innikitin oğullarga analar vaksinayın taksı do diyeni deyit allar. Hanga terabit oğullar. Ол обязательно мора жаллар болуға. Оға кейна мундуга капельница курду. Биле капли в нос болар. Onun прямо мора жаллар биле. Укол курду болбадах. Хорошо, ну боллағынан аға şey болар. Oğullar öğretene 12 milyon oğullar öğrettiler dedin. Onu kaynan adamı bukur. Hatta iddia berenin naibun diyet, yolcu hukukun bileri ifade tarafından sen doğacak. Lidar. Жар боллаққына обязательно брасты көрінбек бұлтыр біріққыннады. Брағын беті бұхарыға туғыт тұрыққыннады. Ифа тұттыраған бұл бұтсыр тұттыраған. Oğa kadar hukukun ya. Tini vallahi yolcu hukukun bileri ifade tarafından kömürlenir doğacak bağla. Оттого чего-то духовку, тем более беременные, на потоптанных результата сыра подберется. То один беременные кеннере иммунитетары локаты дуплерится. Или ифа результат смены подберется. Это положительный демчик, один метродаха было. Это чего-то было даны сыра софтен подберется. Или беременные терка ифа анализ биовощила что для проверки имеется. Беременные тянуло сложность ифа теле. Другие даже ифа не берутся. Манда бейте бар. Вакцина кеннеттен антитела төһө болохтагы иде. Олар ачауда атат хас болохтагы иде мана жи денде да антитела төһө болохтагы. Аны итам. Потом периодически игры стояла. И килсу ахали, улер пока киндан мана кулханы хамарда. Мен булланы бем күн убудум сентябрьга. Оно антителаны нянылып айдалар. Так что время покажет. Это стандарт я хай, вот это такса я жи показатели космологтай холой. До 2 лет тиле. Показатель бади 15,5 не укуду. Он и того. Он показатель не именно танда. Это стандарт хай холой, стандарт имам. У самых анаде. Улар путнан чего-то не корпер каяга да. Больше 10 уже чего. Вот, здесь старый. Спасибо. Так, и kita kemungkinan видал. И теперь живут киеволана обязательно реабилитационные мероприятия на рынках. Участковый и чубайдин тохтахта диспансеризация денатора, алкоголь благопрасту принёхтах брага этенге лечебная физкультура, витамины, МТР, мимбарта этенге кине бухарта. И он на Хамнаха почти, если есть возможность, короче, чисто по-русски сказать, поехать в санаторно-курортное лечение. Не в реабилитацию в Балах, например, там, потому что идет более серьезно как бы реабилитация, это получается всякие вот эти физиопроцедуры, лечебные физкультуры, то есть это лечебный процесс. А санаторно-курортное лечение – это человек просто едет отдыхать. Отдыхать и морально, и физически, то есть без никаких там напряжений, без никаких физических нагрузок. Вот в таком случае санаторно-курортное лечение всем, кто переболел коронавирусной инфекцией, желательно пройти было бы очень хорошо. Ну, у нас территориальная, конечно, это сложность. Не все могут позволить себе поехать на море отдыхать. Поэтому у кого, как говорится, море, солнце и вода, море, солнце и это хорошее питание, это наше хорошее для укрепления нашего иммунитета. Ну? Мандрите бар. Улуска пропискала кырджаски, быстаханга корак колоран кавидинан мелдивут. Корак балыгатер сатан эмтермет. Реабилитационная профилакторика ханнык праста направление лары. Эмтермет балыгаты береду, улугун браду. Билигин пропискала брастер отчу көрметтелер. Анны территориально, анны делолоро, ол жить поликлиника, который не ждёт.
Одну тусковый брага, реабилитация направлена, а реабилитация направления у Расуремби. Клиника брага, Коротене. Независимо от прописки. Это канна вара хуртадага действующий болот. Это канна juga спидора поликлиника, олар сидит коротко, олар не жактах. Это махамбага. Так, вакцина тухна арас ми хорактара таркаталлар, гохмеяны таркатар жонга тогара мере улла доден. Сураллар. Ну, это уже не в нашей компетенции. Для этого существует у нас Росздравнадзор, для этого существует у нас прокуратура. Это, наверное, скорее всего, к ним вопрос. Мы, медики, только можем просить вас, довести до вас, чтобы вы более к этому отнеслись более ответственно и уже добровольно сами пошли на вакцинацию. Насильно всех к вакцинации не заставишь, поэтому те люди, которые в газете, в интернете, в инстаграме, по WhatsApp пишут вот такую вот антивакцинацию, такую пропаганду, я думаю, что это люди сами недалекого ума, извините за такое выражение, они недовольны всем. Недовольны правительством, недовольны жизнью. То, что их окружает, это им, все им не нравится. И поэтому и они и против прививки тоже так же. Что-то новое, если появится, они тоже будут против. Это их позиция, это их образ жизни, поэтому это их решение. Вы на них не смотрите. Они вашей жизнью не живут. Живите вы своей жизнью. И если вы на них, им больше доверяете, чем врачам, чем другим окружающим, которые получили вакцину, или вы не доверяете тем, которые переболели коронавирусной инфекцией, и в первую очередь несерьезно относитесь к своим родным и близким. Я по-другому никак не могу так ответить. Только мое мнение. За всех отвечать не могу. Спасибо. Инстаграм после вакцинации на 42 дня вообще снижается иммунитет. Китоводенный. Снижается ли иммунитет после 42 дней после вакцинации? Ну, любая вакцинация идет в организме как бы активная борьба. Потому что чужое поступает, даже вакцина от гриппа, вакцина от дифтерии, от полиомиелита, от всех, когда мы получаем что-то чужое в организм, наш организм начинает активно бороться и реагировать. Это нормальная и это правильная реакция. И поэтому, естественно, в период борьбы у человека происходит, естественно, смешение. Это нормально. Или может быть температура подниматься, может и головные боли, какие-то еще определенные такие симптомы, или обостряться какое-то свое хроническое заболевание, если у кого-то чаще, вот у кого-то, если язва желудка есть, то значит немножко будут дискомфорты, боли в животе. То есть в период этих 42 дней идет активная борьба в организме. Поэтому, чтобы организм ваш смог правильно, нормально среагировать, правильно выработать антитела, вам в эти 42 дня надо себя как бы правильно вести. То есть поменьше контактировать с другими, с чужими людьми, имеется в виду, поменьше посещать массовые мероприятия, там, поменьше ходить в кино, юбилей и так далее. Вот в этот период промежутка, чтобы вы могли спокойно, без всяких серьезных побочных для себя осложнений, получить эти антитела и потом спокойно продолжить свою жизнь дальше, ездить, работать, кто-то, если учится, учиться, кто-то вот больше всего задает вопрос, сразу я отвечу такой вопрос, да? Те, кто планирует в будущем, особенно молодые женщины, в будущем стать мамой. То есть они планируют забеременеть. Если
Да, потому что когда идут на вакцинацию, там такой вопрос, есть анкета. Планируете ли вы в ближайшем будущем стать матерью? Вернее, да, такой вопрос есть. И молодые родители пишут баллы куда. Когда вы планируете? Завтра хотите забеременеть? Послезавтра хотите забеременеть? Есть там 15 числа, а по месту работы, значит, у нее 5 числа пришли и сказали, сегодня вам ставим вакцину. А у нее 15 и ко. Вот тогда в этом случае, естественно, она должна поставить галочку, и вакцинацию она не получит. А те, которые хотят забеременеть естественным путем, это завтра, послезавтра, очень хорошо, если у вас все это будет. А если вы хотите в ближайшем 6 месяцев или через 2 года, если либо вы пытаетесь, но у вас на сегодняшний день в этот период такой идет, то тогда лучше сделать вакцину, получить, потерпите эти 42 дня. Потом, когда антитела выработают, спокойно можете забеременеть и двойне, и тройне, и пятерней, только мы за вас рады будем. Потому что сейчас беременные болеют очень тяжело. Раньше беременные у нас легко переносили, нормально все это, они продолжали сохранять эту беременность и спокойно рожали. Сейчас стоит вопрос у беременных, сохранить ли дальше беременность, либо делать медицинские аборты. Вот об этом задумайтесь, потому что до какой степени тяжело болеет мама, что стоит вопрос либо сохранить ребенка, либо сохранить маму. Выбирайте, как вы хотите. Либо забеременеть из-за того, что я хочу забеременеть, не поставить прививку, а никто не дает вам гарантии, что вы ковидом не заболеете завтра, послезавтра. Не дай бог, если с вами это случится, то там уже будет вопрос совершенно по-другому. Там уже будут слезы, уже будет негатив, и был шанс поставить прививку, а вы его упустили. Время нам дает однократно. Время не дает нам вернуться назад. Об этом тоже задумываюсь. Ее уже не вернуть. Время никогда не возвращается. И если есть возможность, нужно сделать это сейчас. Спасибо. Еще эти юла. Так, манна инде сыгынна хыйты бар. Оотун эмтерэнчер ие вакцина толбады ие. Кормящий матерям сейчас идет противопоказание, потому что еще нет исследований таких глубоких, как вакцина действует, попадает ли она в материнское молоко. И как это будет воздействовать на грудного ребенка. Если мама не кормит этот вот, потому что здоровье ребенка, тогда маме нужно беречься, меньше контактировать, меньше встречаться с подружками, меньше гулять, имеется в виду в закрытом помещении. На улице, пожалуйста, ради бога. В районе в этом отношении проще, там такой скученности населения нету, как в городе. И для районов, большой вклад, я считаю, с вашей стороны. Вы и так работаете на улице больше, чем мы. Мы дома больше сидим перед телевизором. А у вас дел не проворот, скотину покормить, дров напилить и так далее. Поэтому у вас физический труд есть в свежем воздухе. И поэтому для вас это, я считаю, большой плюс. И даже, можно сказать, городским надо в период такой пандемии ехать в деревню и помогать вам работать. Тогда точно не заболеет. Так, манна ити бар антителам он беги кырдырыр, вакцина антителаты он беги кырдырыр, олда переболевший болады. Олда переболевший. Олады юк болғаджы. Ағаны бита онтудан суры батақ. Үс аспы болғаны ачығы үс егітілі кене кітоттанар. Оларды через 3 месяца кене итистан анализ бітіреді. Оны антителаты 15-тен жабы болғаны ачы прививка ылар. Если ол же цифрының қабыл болғаны ачы прививкадан үссе бірейінен отодвигается. А через биры не анализ бітіреді. И
Sübüler bulan asayı kaçtıran analim tutturacak bulan ağız. Блин, регламент существует. Если вы переболели коронавирусной инфекцией более в легкой форме, то через 3 месяца надо сделать прививку. Если переболели в тяжелой форме, то через 6 месяцев. Но каждый свое определяет легкой или тяжелой степени тяжести сам пациент. А нужно смотреть по выписке из больницы, когда он выписался. Когда он лежал в больнице или лежал дома. Если он лечился дома, это считается легкая форма. Если он лежал в больнице, то это считается средней тяжелой степени тяжести. То есть те, которые лечились дома, через 3 месяца должны сделать прививку. Те, кто пролежали в больнице, через 6 месяцев, не дожидаясь этих своих антител, лучше сделайте прививку. Потому что если вы, не дай бог, эти антитела упадут, ждать эти долгожданные, эти 42 дня, вы, может, опять заболеть. Вот это вот 42 дня, это вы должны быть такой период, когда вы должны себя оберегать, чтобы, не дай бог, в этот промежуток заболеть. Очень часто первую вакцинацию ставят, через какое-то время человек заболевает, потому что либо имел контакт в этот промежуток, когда он заболел. А так на улице по работе никто же не говорит, я заболел. Сейчас же все это скрытно. И поэтому он в этот промежуток контакта, оказывается, имел, получил первую вакцинацию, проходит его инкубационный период, и он заболевает. А все думают, что вот я прививку получил, я заболел. Они неправильно думают. Инкубационный период от 10 до 14 дней. То есть вот этот период до вакцинации, вы должны... Никто в этом не дает гарантии, что вы с кем-то не контактировали. Никто не знает. Только если имел близкий контакт, да, соответственно. А такой контакт никто не скажет. Сейчас очень многие, никто не знает, с кем они контактировали. В автобусе ехали, маску вроде одевал, в магазин ходил, всегда маску одеваю, все так говорят. Но при этом заболели. Как заболели, никто не знает. Поэтому неправильное утверждение, что после вакцинации я болею. Это то есть был уже контакт с кем-то. Потом он заболел. И если он успел получить вакцину и заболел, даже имея одну вакцину, больные переносят намного легче. И они не оказываются в реанимационном отделении. Вот это самое главное. Среди вакцинированных в реанимационном отделении никого нет. Спасибо. Только Сайтылары бере хатая беваны студияга это телепенаппет манна Марина Фанасовнаттан бу бәйдин кытта графика ита хатысы баягатия колор раны ситуация була карбу куддык кене конкретно лили хетерки быдынан мукадафа каму бара итига хойду гыбыран онотон bu телепенне бер агыс төт бир бионикке төдөн бир 501 агыс төт бир бионикке төдөн бир 501 жана субу бир комментарийна итига бет камдык хронический вируларга вакцина олох камылларга дейди аяс боголлары Олох коммуляметтен оголорго, это в первую очередь олох коммулямет это беременным, олох коммулямет это кормящим матерям. Остальных случаев нужно смотреть состояние самого больного пациента. И это должна решать уже участковая служба. Вот эта комиссия уже решает, ставить ему прививку или дает ему справку метод. Только вот эта вот комиссия может выдавать. А так просто не дается справка для всех. Ну, как бы, либо только в период, когда человек действительно остро болеет. То есть простыл, горло болит, температура, понос, либо инфаркт, инсульт, вот сейчас он перенес. Только в этом случае. В остальных таких серьезных заболеваний, для показаний сейчас все поотменялось, нету. Раньше нельзя было ставить
ВИЧ-инфицированным нельзя было ставить онкобольным, раньше нельзя было ставить кому еще, психбольным. Сейчас эти противопоказания все сняты. Сейчас нет такого. Хорошо. Итулар бут тümtenерler bağlaqta. Aha, tümtenерler, karachılar tan Marina Panasında Horukları şey bağladı. Horukları filosofska kavan naktar. Keisten baran küçük tanıyı. Tan kol var. Bibilgin edetlerinin bakan ürünleri var. Bunun vaksinlerin olarak kullanılır. Bilim ola vaksinler var. Onu Norveç'te metal vakfında bu da üzerine kayanatan geliyor okuda sen ne diyor? Ha, Sibirya rahat yapmalı da. Vaksinanı östre kasılından ılıkpın söyleyeyim. İlk yıl bulan bir patak natımayın pengal прививка приказной хирели так Минздрав уже не помогал турнура. Onu беременна приказ Казахстана беременна бек арыз астр. Çoğunun bir уже конкретно популярны. Который tur bulan bir emin bir kutu var. Sulaylık kut. Это субы китовых кут. Потом беременна o приказ Казахстан'ın onu gösteriyorlar. Federalni restr bile прививканы кидде балакпаты да. Ола такая үлага такагар химмирларны такаматы бile обязательно. Тох бар гавар дегенде. Медкинишкалагар уже оларда вакциналахына, это прививкалахына болады. Обязательно. Билим тох партия регистр ковид пемдар улахан федеральный регистрация оны прививканы оны поликлиникалар үлеттер Allah doğru ulağan ülellah o registrasyon. Oğlunu günahı birazdır medsestralar, çıkırıcının statistler, günahı o registrat olarak da. Kimi cıvıda onu vardı gösterecek. Mümbeye müdürün ciğer sıfırından onu kolpatak. Registrasyon soğuk iyi olağına, onlar da bir cıvıdak binadılar. Onlar da o kesin bir прививка lıstak. Регистр паркулана, оно пикитик живут, оно же враз что тураж. Компьютер варта блин бар. Блин, мэна албаннан прививка, тебе блин варта электронно волан четко. Кыррыланда манда көсөйти дейді. Вакцина үлі платный болуға дейін Холум бар ол тәбір жігілді. Негете? Антон, будет это пуртук граждане Российской Федерации прививка. Ну, это посхо. Олен, ол сымыя. Ну, была Москва келдім. Оны была на Москва, онға омуқтыр тұрадылар. Ол прививкаларылар. Бәк кей бар тұрар но он не является гражданами Российской Федерации. Им отказали. Даже Катчиго Мурата Болу, потому что не вникали в суть. Но факт в том, что они не явились гражданами Российской Федерации, и им прививки отказали. Россия, Олахтахтуру именно гражданинлерге билген башка делалар деп атты. Расплорун моралды. Ne bahsediyorsun da bir hava. Zupon obu mu ne bahsediyorsun? Ondan. Olina devel. Bosco bir прививканы пожалуйста, бары üçe bayda gittiğinde kiremli poliklinika kelenge ekenge ılın. Doğru on muhtemel söylerim. Bir yakaklar programlarında kaçıda da kalır, Bosco matralarında но гражданам Российской Федерации прививку мы не ставим. Ну что, так? Zaten bilgi lokuduk bir ças
Ата псалорон экрандан эми боллар кепсеттибит. Мактанабын атахнатар булаха Саха Республикатын главная инфекция Марина Афанасьевна Бургузова бүгүн манна бияқаға үтік тасты жады барана менен биреме укуккар, бахар буткар бу өскәбит бейге болар. Анаттан кепсеттимитин учила қалан барамыд тегін уақылы тегіктәлі бейттарсын олар. Тегітік декка оннастан әйгі лағы тегер сетейіні бағарамын күрджік ұсты күлі. Онна бейге манна андойды барда олға. Білі маған қалаттаған елген диетелгері, мұқавид олғарғар барда сүді күлдігергенне бейге манна бәйбіді оқтақ. Бәйбі бір асқа күдігері бәйті әкаларынан көмілі әбет тоқпа тәліттелі бары. Сирайылық олықтағанды дүддіні. Анан білген бұлырыңға қоладаққа вакциналар құтылға. Бәтті. Бұлырың бачаларға тоқытта оғаты, барата құтталаты, кіржік, білейм олағына вакцина бар. Аны өттім бұны әлемде біте, жамбыты әрекетігер өсідігіл ұмырауыт. Вакцинаны құттамаққалық қайын. Бор басқа вакцинаны дейтілер. Біле бәйбі чуғыз жамбы тұрғылары тұстырғыр ден. Марина Афанасьевна ихалаға сетейінері, чуғыз жамбырды бұғыяны бағарабыд. Оны төттемік тұлы әйіқі берек құмаған. Тоже скажи, получите все вакцину, вакцинируйтесь, берегите себя и берегите своих близких. Только получив вакцинацию, вы можете уберечь своих близких. Больше всего, конечно, это надо беречь своих родителей и беречь своих детей. Они самые близкие, самые нам родные люди. То есть, если вы, получив прививку, вы о них позаботитесь. Если вы не о себе заботитесь, позаботьтесь о них, пожалуйста. Это самое главное. Потерять своих близких – это очень сложно, очень тяжело. Поэтому я призываю и очень хочу, чтобы Татинский район после моих вот этих вот таких суждений, может, я где-то была и риска, но, к сожалению, наверное, по-другому у меня не получается, потому что, до кого-то, может быть, и не доходит, и поэтому уже хочется, чтобы все меня услышали. Дай Бог вам всем здоровья, берегите себя. Спасибо, Марина Афанасьевна. Карсёха дере. Да, до свидания. Bu manam tülüktәбит, anығыз көрсөкқа дейли. Завершить. Ага.